В рамках проведения итогов прошедшего 2023 года министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кют провел выездное отчетно-плановое совещание в Ачимчирском районе. В совещании приняли участие первый заместитель министра генерал-майор милиции Руслан Ажиба, заместитель полковник Беслан Чкадуа, глава администрации Ачимчирского района Беслан Бегвава, депутат Народного собрания Ачимчирского округа Алмаз Акаба. Основные показатели деятельности отдела озвучил начальник ОВД подполковник милиции Айнар Когония. За 12 месяцев 2023 года ОВД по Ачимчирскому району было зарегистрировано 61 преступление, из которых 60 преступлений были раскрыты, что составляет 98% раскрываемости преступлений. Что касается тяжких преступлений, за отчетный период было зарегистрировано 15 преступлений, из которых 14 преступлений было раскрыто, что составляет 93% раскрываемости. За отчетный период 2023 года были совершены следующие преступления: убийство с покушением 1, изнасилование с покушением 1, кража 5, разбой 1, хулиганство 1. Согласно отчету, разница совершения преступлений за отчетный период 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила увеличение на 14 единиц. Что касается тяжких преступлений, разница показывает увеличение на 5 единиц. Когония доложил, что по линии уголовного розыска с начала отчетного периода с 1 января 2023 года в остатке находилось 19 разыскных дел. Причина низкого уровня работы по задержанию преступников, отметила Айнар Когония, заключается в том, что большинство разыскиваемых находятся за пределами Республики Абхазия, в том числе и на территории Грузии. Усилить работу в данном направлении поручил первый замминистра Руслан Ажиба. В принципе, последняя проверка показала, есть много недостатков в оперативном хозяйстве, которые много чего уже исправили на стадии исправления. И еще время есть до начала летнего курортного сезона это все исправим. Службой ОГАИ ОВД по Ачимчирскому району за отчетный период 2023 года зарегистрировано 15 ДТП, погибло 6, ранено 26 граждан. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 37 ДТП, в которых погибло 16, ранено 72 человека. Таким образом, разница количества ДТП снижена на 22 единицы, по погибшим снижение на 10 единиц, по раненым снижение на 46 единиц. За отчетный период сотрудниками ОГАИ выявлено 4522 нарушений ПДД. Из них за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 285. Тенденция на снижение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Динамика, безусловно, положительная, отметил министр Роберт Кют. Вместе с тем он подчеркнул важность удержания достигнутой планки. Конечно же, минус 10 смертей – это, я считаю, хороший показатель. Появилось освещение на трассе, людям более комфортно ездить, потому что многие смерти и ДТП у нас были, при том, что ночью люди врезались в скотину, все что угодно, стала плохая видимость, конечно, это возможно так, но работа ГАИ сегодня должна быть больше усилена, намного больше. Заместитель министра, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкаду отметил положительный результат в работе УГАИ Ачимчирского ОВД, связав его с кадровыми перестановками. При этом Чкаду сделал акцент на необходимости усилить работу стационарных постов ДПС в районе. С этой целью он не исключил применение практики ротации кадров. В работе милиции общественной безопасности можно, наверное, назвать ее, в принципе, удовлетворительной. В общем, если брать патрульно-постовую службу, участковых, паспортную службу и так далее. То, что касается работы госавтоинспекции, эти показатели, которые есть, на самом деле, это один из лучших показателей, которые есть по сравнению с другими районами. Наверное, здесь ряд факторов, которые повлияли на это, начиная освещение и смена начальника ГАИ. Но мы все видим, что работу постов ГАИ, таких как Тамыш и Кудор, необходимо усиливать, необходимо несение службы сделать более правильным по и количеству выявлений, и по несению службы. Но есть объективные причины: нехватка личного состава, категория, очень много сотрудников, которые возрастные, молодежи не идет, это тоже мы понимаем, но тем не менее из того, что есть, мы должны более качественную работу дать на этих постах.
В совещании приняли участие представители прокуратуры и СГБ района. Сотрудничество силовых структур находится на должном уровне, подчеркнули силовики. Присутствовавший на совещании глава районной администрации Беслан Бигвава отметил высокий уровень взаимодействия с отделом милиции. У нас с начальником милиции идет полное взаимодействие, понимание, работаем, если не встречаемся, конечно, то всегда на связи, день несколько раз, то есть в этом абсолютно у нас все нормально. Хотел бы добавить еще, что вы правильно отметили, что район динамически развивается и очень много туристов в этом году мы ожидаем. Мы уже обсуждали эту тему. По тому, где вот большое скопление людей у нас намечено, если у вас есть какая-то программа по камерам установки, мы, конечно же, тоже будем со своей стороны, как администрация района, помогать в установке этих камер. Резюмируя озвученную в ходе совещания информацию, министр внутренних дел Роберт Кьют поручил в текущем году продолжить выполнение задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан района, противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности. Особый упор генерал-майор милиции Кьют поручил делать на работу личного состава в летний курортный период ввиду значительного роста числа прибывающих в район туристов в последние годы.